Всего в 2022 ЕГЭ будут сдавать без малого 2500 ребят. В их числе не только нынешние выпускники, но и те, кто окончил школу в предыдущие годы, а также выпускники колледжей. Особое внимание организаторы уделяют экзаменуемым с ограниченными возможностями здоровья. Их, к слову, тоже немало, заявлено 254 человека. Также параллельно будет проходить основной государственный экзамен. Это испытание уже для выпускников 9 классов. Всего заявлено участников для сдачи основного государственного экзамена свыше 6000 и задействовано 18 пунктов проведения, а также 4 пункта организовано на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. Всего под ЕГЭ подготовили 9 площадок. По словам министра образования, на всех пунктах проведения экзамена установлены новые IP-камеры, которые отличаются высоким качеством изображения и широким углом обзора, позволяющим охватить всю аудиторию. В этом году дополнительно открыт к имеющимся 8 один пункт проведения государственного экзамена в Джейрахском районе. Также с прошлого года республика перешла на новый формат технологический, полностью передачи экзаменационных материалов через сеть интернет и сканирование полностью пакета в аудиториях, что дает возможность максимально уйти от каких-то сопутствующих моментов и исключить какое-то вмешательство человека в саму процедуру. В скором времени в Ингушетию также приедут общественные наблюдатели из разных уголков нашей страны. Это 25 человек, которые будут следить за прозрачностью проведения всех испытаний. Также Рособорнадзором уже согласованы кандидатуры председателя, его заместителя и председателей предметных комиссий. Всего экзамены будут проводить по 15 предметам. Министр образования Эсет Бокова призналась, что болеет за ребят и верит, что наши выпускники покажут хорошие результаты в этом году. Выпускникам текущего и всех годов я прежде всего хочу пожелать, чтобы они достигли той цели, которая была им изначально поставлена, и чтобы все результаты были достигнуты в полном соответствии с их вложенным трудом. Теперь работа конфликтной комиссии и рассмотрение апелляции будет осуществляться с учетом федеральных экспертов. Зарима Ивлоева, Магомед Дидигов, Новости 24.